Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». С вами Эльмира Гайнудинова, и мы начинаем новую неделю с краткого обзора основных тем на сегодня. Изъятие земельных участков, строительство продолжения Московского проспекта, что обсудили во время делового понедельника. Фестиваль цветов, выступления артистов татарской и российской эстрад «Салют», как в Челнах отметит День Республики. Победит сильнейший. В Челнах прошел конкурс по мастерству водителей магистральных автомобилей на Кубок мэра Челнов. Подробнее в материале Яны Вальдю. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесителей, унитазов. Вот бы нам новую ванну. Красивую, уютную, стильную. И большую, чтобы купаться, как на море. Так едем в магазин «Много ванн». Там ванн, мебели, плитки, целое море. И скидки в этом месяце до 40%. Много ванн. Симбике 21, остановка 41 комплекс. Изъятие земельных участков, строительство второй очереди, продолжение Московского проспекта, задолженность по аренде земли и имущества. Эти и другие темы обсудили во время аппаратного совещания в мэрии. Лилия Гатина продолжит. За первое полугодие администрации города было предъявлено 108 претензий на общую сумму более 57 миллионов рублей должникам по аренде земли и имущества. Погашенные долги на сумму 30 миллионов рублей, рассказал начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин. В рамках принудительного исполнения решения суда о взыскании задолженности судебными приставами проводятся аресты денежных счетов, находящихся в банках или иных кредитных организациях. Аресты и изъятие движимого и недвижимого имущества в целях дальнейшей реализации и установления ограничения на совершение регистрационных действий и выезд за пределы страны. Мэр города попросил активно вести работу с должниками. Задача до конца года сделать все, чтобы эти средства в сумме 57 миллионов рублей максимально были бы в городском бюджете. У нас вопросов вагон и целая тележка, которую нужно решать в интересах горожан. Без внимания не оставили тему продолжения строительства Московского проспекта, в рамках которого проводятся мероприятия по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. В целях получения компенсации за изымаемое имущество всем гражданам необходимо оформить правоустанавливающие документы на объекты и земельные участки. В случае отсутствия правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимости в соответствии с Гражданским кодексом данные объекты будут признаны бесхозяйными. Основной массив изъятия попадает на территорию существующего СНТ «Юбилейный», ГПК «Строитель» и ГК «КамАЗ-2». Мало кто в ней понимает, но мы понимаем, насколько это непросто было. Попасть в программу «Стимул» федеральную. В ближайшее время начнет строительство терм и плавательных бассейнов, которые там частный инвестор планирует за 700-800 миллионов построить. Как сообщил мэр города, в скором времени продолжится строительство Московского проспекта с выходом на улицу Хадид Акташа. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, новости «Набережные Челны». Челнам нужны еще 2 школы и 4 детских сада. Об этом сегодня во время совещания с хозяйственными руководителями сообщил мэр города Наиль Магдеев. Напомню, в этом году в Автограде строят образовательное учреждение в 65-м комплексе. Как и все другие, оно распахнет свои двери уже в новом учебном году. Когда пройдут торжественные линейки и какой урок будет первым, узнаете в нашем материале. В этом году двери образовательных учреждений откроются 2 сентября. Пройдут торжественные линейки, после чего будет урок мира. Пищеблоки отремонтированы, все нормально? Пищеблоки отремонтированы. На сегодняшний день Роспотребнадзор выходит, то есть они принимают это. То есть все школы обратились, работа идет. Мэр Челнов Наиль Магдеев попросил своевременно выполнить все работы, чтобы не пришлось устранять замечаний в преддверии Дня знаний. Заранее, за неделю все знали. У кого там какой скол посуды, у кого там потолок не покрашенный, у кого не хватает санитарных книжек. Ну, все это уже знаем уже, прошли же уже. Вот эти примерно вопросы, так ведь, да? Да. После капитального ремонта пищеблоков сейчас проводится лабораторное исследование, отбирается вода питьевая и воздух в закрытых помещениях. В общем, вы штатно все проводите. Все проводится. Что касается нового профильного лицея номер 42, то там также все хорошо, доложил начальник управления образования. По словам Рустема Хузина, педагогический коллектив уже сформирован, работа идет в штатном режиме. Минимум необходимы 2 школы. В Замеликесе, в 72-м, да, комплексе, вновь строящемся.
и 4 детских садика. Иначе мы будем в очень сложном положении. Так, если бы не построили еще одно образовательное учреждение в 65-м комплексе, то в школе номер 42 ребята учились бы уже в 3 смены. Ее проектная мощность рассчитана на 1224 ученика, но обучается в ней более 2700 мальчишек и девчонок. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Белорусская выставка обуви. Скидки до 50%. Удивительно практичная. Набережные Челны, Мусы Джалиля, 55Б. ТЦ «Центральный ряд». Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Мастер-классы и маркет. В Челнах прошел форум «Твоя очередь». Он был организован в молодежном центре НУР и собрал 350 участников из разных районов и городов республики. Для них были созданы 3 площадки: открытый лекторий и квиз, хакатон по разработке сценариев и развивающая программа для специалистов по работе с молодежью. На мероприятии побывала и Яна Вальдю. Молодежный форум «Твоя очередь» начался с увлекательных мастер-классов. Ребята смогли попробовать себя в арт-тренинге, изготовлении аромасвечей, сумок из бусин и создании открыток. Я делаю открытки в стиле линогравюры. В целом, эта техника довольно простая. Для того, чтобы принять участие, просто нужно прийти, и я вам все покажу, расскажу. Это довольно интересно и весело. В этом убедилась и наша съемочная группа. Мы также решили сделать открытку своими руками. Для того, чтобы сделать открытку, необходимо валиком провести по акриловой краске, провести это по макету, чтобы краска попала на все углы. После приложить лист, закрыть и провести круговыми движениями. И получается вот такой результат. Для участников форума также был организован молодежный маркет. Здесь они смогли приобрести товары ручной работы от мастеров из Челнов и Казани. В продаже были свечи, подсвечники, украшения, кошельки, косметички, пастила и фруктовые чипсы. В молодежном форуме решила поучаствовать, потому что детворе нужно доносить информацию, что есть полезные вкусняшки. Хочу, чтобы все-таки это развивалось и распространялось. Участники рассказали, что они ожидали от форума. Пришла сюда для участия в молодежном форуме «Селенщирак». И хотелось бы принять участие в психологических тренингах, мастер-классах, ознакомиться с мероприятиями, с коллегами, узнать что-то новое для себя. Наследием форума будет 7 короткометражных документальных фильмов о 7 районах Татарстана. Молодежь, которая к нам приезжает, может ознакомиться с разными возможностями, проектами, организациями в республике и в стране, где они также могут самореализоваться. Молодежный форум пройдет еще в 3 городах республики. 26 августа в Нижнекамске, 28 в Чистополе и завершится в День республики в Казани. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. Жителей республики ждет дополнительный выходной день. В пятницу, 30 августа, День Татарстана. В этом году его отметят в 34-й раз. В Челнах во всех 3 районах пройдут народные гуляния. Об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил заместитель руководителя исполкома Венер Харисов. Праздник начнется в 10 часов утра. Что подготовили для челнинцев и гостей города? Подробности прямо сейчас. В Челнах День Республики начнут отмечать в 10 часов утра. По проспекту Хасана Туфана расположится выставка объемных цветочных композиций «Акварель». Запланирован также Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов и ремесел декоративно-прикладного искусства. На территории городского ипподрома начнется национальная борьба «Куреш». В соревнованиях примут участие юноши, среди которых определится абсолютный батыр.
Также пройдут конно-спортивные соревнования, скачки и определится сильнейший конкурс и конкур по мощности прыжка. А центром притяжения челнинцев и гостей города станет Майдан. С 13 часов начнется концертная программа с днем рождения республика. А в 5 часов вечера все смогут насладиться театрализованным представлением «Горжусь тобой, республика моя». Главным подарком станут выступления звезд татарской и российской эстрад Ришаты Тухватуллины и артисты Элуан. В День республики и в День города праздничный салют и фейерверк должен быть. Поэтому будет салют организован. Хорошо. Ну и, безусловно, охрана общественного порядка. Все те ограничения, которые должны быть при проведении массовых мероприятий, они в обязательном порядке должны проводиться. Без внимания не останутся и семьи военнослужащих. Они получат подарки от мэра Челнов Наиля Магдеева. Продуктовые наборы уже начали раздавать близким бойцов. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны. Параллельная парковка и разворот. На Майдане прошел конкурс профессионального мастерства водителей автопоездов. Участие в нем приняли 26 дальнобойщиков из Челнов, Дмитрова и Глазова. Все они боролись за главный приз – Кубок мэра. В Автограде это соревнование проходит уже в 16-й раз. А самый яркий кадр мероприятия попали в объектив нашей телекамеры. Конкурс профессионального мастерства водителей автопоездов начался с парада автомобилей. Первыми гонку открывали юные спортсмены на багги. За ними карты, мотоциклы и ретро-машины. Анатолий Сергачев – водитель с 20-летним стажем. Уже 18 из них он управляет большегрузом. Принимать участие в соревнованиях начал еще в 2014 году. И признается, что этот конкурс у него юбилейный. Мужчина уже не раз занимал призовые места, поэтому уверен в своих силах и надеется на победу. С рейса приехал, день поготовился, билеты порешал, да и все. Сегодня планирую на призовые места, в себе уверен. И все. Настрой боевой, как говорится, все хорошо. Погода благоволит. И пока одни принимают участие ежегодно, другие приехали на соревнования впервые. Но условия для всех одинаковые. Конкурсантам необходимо было выполнить 4 упражнения. Главной сложностью было не задеть конусы, говорят водители, потому что за каждый сбитый начислялся штрафной балл. Кроме того, все надо было делать на скорости, не теряя времени, ведь этот показатель также учитывался. Первый раз участвую. Ну, конечно, за первым местом. Зачем мне ехать? Вот так. Все, настроение веселое. Готов к гонке. В этом году первый раз участвую. Первые места ожидается. Сам конкурс будет параллельная парковка, заезд на гараж и по колее проехать. Круговое движение. Пожелал удачи конкурсантам руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов. Победить должен сильнейший, потому что спорт все-таки это честное. Спорт это все-таки за то, чтобы побеждали те, кто получше подготовился, те, кто имеет больше возможностей и навыки. Победителями Кубка мэра стали Петр Иванов и Марс Фахрулин. Мужчины – жители набережных Челнов и представители ПАО «КамАЗ». Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Эльмира Гайнудинова. До новых встреч на нашем телеканале.